Ахмед Абдулхамид, прибывший в Турцию в 2017 году для обучения и проживающий в Стамбуле, поделился переживаниями за свою семью, которую китайские власти направили в концентрационные лагеря. Молодой человек сообщил Крымскому информационному агентству о том, что нахождение его родных в лагерях и отсутствие информации об их положении сказалось на его образовании и психологическом состоянии. Ахмед Абдулхамид рассказал, что его семью наказали только за то, что он посетил Турцию. Долгое время молодой человек не мог связаться со своими родными. В 2019 году ему удалось получить информацию о своей семье через третьи лица. 4 человека из его семьи направили в лагерь перевоспитания. Отметив, что на данный момент его отец и брат на свободе, Ахмед сообщил, что его мать получила 14 лет тюремного заключения, а его зять, который является отцом 3 детей, был осужден на 19 лет. Ахмед Абдулхамид сообщил, что арест и приговор его матери и зятя был произведен по типичному сценарию, никаких доказательств и фактов. Согласно отчету Биттер Винтер, в рамках закона о китаизации ислама, принятого Коммунистической партией Китая в 2014 году, более 1000 мечетей в провинции Хэнань были превращены в пагоды. Китайские власти превратили в храмы 5 мечетей уезда Минчуань города Шанцю, разрушили мечеть Чжанчжоу, демонтировали купол и полумесяцы мечети Чумяо. Китайские мусульмане, которые выступили против вандализма, столкнулись с угрозами. Часть из них была задержана. Об этом сообщил один из имамов разрушенной мечети. В апреле этого года Комитет по делам религии при администрации города Сюйчань приняло решение реконструировать мечеть Вунудиан, которая была построена 4 столетия назад. Были разрушены купол и минареты мечети, а также украшавшие их полумесяцы. Китайское правительство изменяет внешний вид и внутреннее оформление мечетей в рамках политики по изменению ислама согласно принципам социализма, а также устанавливает различные препятствия, оказывает давление и использует методы контроля для устранения религиозных ценностей. По оценкам специалистов, более 30 миллионов человек пострадало в результате наводнений в 27 провинциях Китая. Из-за продолжительного проливного дождя Комитет по чрезвычайным ситуациям предупредил управление и народ провинции Цзянси, расположенной на берегу реки Янцзы. По данным государственного телевидения, ожидается наводнение в районе озера Паянг, которое является крупнейшим пресным озером Китая. Центральное телевидение Китая сообщило, что уровень воды в озере поднялся на 2,3 метра и достиг критического уровня. Новый тип коронавируса, появившийся в Ухане, продолжает распространяться по всему миру. Всемирная организация здравоохранения объявила, что направила в Китай для изучения первоисточника COVID-19. Мы продолжаем исследовать источник нового типа коронавируса. В настоящее время мы собираемся направить в Ухань группу специалистов, чтобы провести детальное исследование с другими учеными, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции был введен на 2 американских военных базах в префектуре Окинава, заявил губернатор региона Дэнни Тамаки. Об этом 11 июля сообщило агентство Кьода. На базе Кэмп Хэнсон и на авиабазе Футема действует карантин, заявил глава префектуры. Ранее появилась информация, что среди персонала военных баз США на японском острове Окинава было зафиксировано несколько десятков случаев заражения коронавирусом. Местная газета Рюкю Симпо сообщила о 61 эпизоде заражения, причем более половины зараженных, 38 человек, были выявлены на базе Футема. Было отмечено, что в первые летние месяцы в центральной части префектуры проходили вечеринки барбекю с участием большого количества людей, в том числе и американских военнослужащих.